Исем Седуслар. Всем здравствуйте. Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу. На этом канале мы осваиваем татарский язык. Это очередной выпуск в нашем плейлисте, а именно базовая грамматика для начинающих. Совсем скоро я выпущу ролик, в котором мы отработаем все ранее пройденные тематики, а для всех продолжающих новая тема. Сегодня познакомимся с темой, как сказать, что что-то происходит где-то, в чем-то. Давайте обратим внимание на доску. Тема звучит как «где-то», «в чем-то». Например, на русском языке можно привести такие примеры, как в классе, в школе, в больнице, в ресторане. Таким образом, сегодня рассмотрим данную грамматическую составляющую. Познакомимся с некоторыми словами. Ауыл – деревня, шахар – город, кибет – магазин, урман – лес, мектеп – школа, урам – улица и иль – страна. Для того, чтобы в данной тематике говорить, что что-то находится где-то, в чем-то, вам необходимо использовать вот такие окончания. Да или де, та или те. Да и де – это звонкая пара, а та и те – это глухая пара. Сейчас мы рассмотрим все на актуальных примерах. Давайте возьмем слово авыл, деревня. Наша задача сказать в деревне. То есть выберем что-то из этих окончаний. Слово авыл – это твердое слово, и при этом у нее последний звук L звонкий. Поэтому выбираем из звонкой пары твердую вариацию авылда. Это переводится как в деревне. Вот слово шахар – город. Это мягкое слово, и крайний звук R у него тоже звонкий. Поэтому выбираем из звонкой пары мягкую концовочку, да? Шахарде. Шахарде это переводится как в городе. Возьмем еще одно слово. Это будет слово кибет, переводится как магазин. Обратите внимание, что слово мягкое заканчивается на глухую букву, поэтому выбираем из глухой пары мягкое окончание. Кибет-те. Это в магазине. Давайте попрактикуемся и для данных слов также выведем, что мы находимся внутри данных локаций. Улица по-татарски урам. Вот как вы скажете на улице? Выбираем, соответственно, из этих окончаний. Урам – это твердое слово, и последний звук М у него звонкий. Поэтому звонкий, твердый, нам выпадает вариант «да». Урамда – на улице. Москва по-татарски Мескеу – это мягкое слово, и в Москве будет звучать как Мескеуде. Отлично, Бихёхше. Казань – это у нас Казань, по-татарски Казан, и в Казани будет звучать как Казанда. Казанда. Твердое слово, и крайний звук у него был звонкий. Ярчалле – это набережные Челны. Чтобы сказать в Челнах, также добавляем окончание. Татарский язык – это всегда язык об окончаниях. То есть к основе слова мы должны добавлять что-то, меняется смысл того, чего мы хотим сказать. Поэтому в Челнах будет звучать как Ярчалледа. Ярчалледа. Ну и последнее в Китае. Китай – это Китай, в Китае – Китайда. Китайда. И дополнительно рассмотрим два примера, у которых должны быть окончания глухой направленности. Мектеп – это школа, слово мягкое, но буква П в конце, конечно, выдает ее глухость. Поэтому в школе будет звучать как мектепте. Ну и книга Китаб, это слово мы уже рассматривали в ранее пройденных уроках. И в книге Китабта. Китабта. Твердое окончание, но глухой направленности. Сейчас нам нужно перевести эти предложения на татарский язык. Я живу в Казани. Не забываем, что глагол всегда звучит в конце. Это еще самые первые уроки в нашем плейлисте. Я это мин, в Казани это Казанда, и живу это Яшим. Мин Казанда Яшим. Я думаю, многие из вас могли слышать эту фразу. Я работаю в Москве. Я это мин. Не забывайте, что глагол в конце прозвучит как эшлим, и в Москве в середине Мескеуде. Мескеуде. Все вместе мин Мескеуде эшлим. Мы живем в деревне. Без. В деревне Авыл и в деревне Авылда живем Яшибес. Без Авылда Яшибес. И сейчас в школе. Мин, Хазер, школа Мектеп и в школе Мектепте. Мин, Хазер, Мектепте. Спросим, ты живешь в городе? Син, в городе Шахарде. И живешь Яшисен. Но не забывайте, что в данном вопросе нет вопросительного слова, поэтому добавляем ме. И получилось син Шахарде Яшисен ме. Вы работаете в кафе? Сес. В кафе это будет кафеда. И работаете ли? Эшлисезме.
Siz kafede işleysizmi? Давайте прочитаем все еще раз. Min Kazan'da yaşayım. Min Moskova'da yaşlıyım. Biz avulda yaşayız. Min hazır mektepte. Sen şehirde yaşaysыңмы? Siz kafede işleysizmi? Некоторые обучающиеся и люди, которые только начинают осваивать татарский язык, говорят, что данная тема довольно сложная, что им хотелось бы рассмотреть ее с точки зрения грамматики еще более полно, да, возможно, есть какие-то статьи или таблицы, которые отразят, как были точно определить звонкость глухой буквы после согласной, или что, если звук сонорный, но мягкий, который кажется глухим и оглушается в произношении. Друзья, в этом и особенность нашего плейлиста, что, осваивая язык по моей авторской методике, мы сами не выглубляемся в основы грамматики слишком сильно. Да, например, когда вы учите песню, вряд ли вы задумываетесь о том, что какая нота сейчас играется. Вы просто поете, и слова запоминаются сами по себе. Когда вы едете на велосипеде, вы не думаете о том, какой радиус колеса, какую силу приложить. Вы просто едете, используя это на практике. Поэтому в данном плейлисте будем рассматривать не почему это так работает, почему здесь стоит такая буква, а мы будем делать это действительно на живых примерах. Я верю в силу того, что люди запоминают все на живых актуальных примерах, что вы осваиваете речь, запоминая и слушая других людей, поэтому, прослушивая мою речь на уроке, вы запомните это наиболее эффективно, чем если вы углубитесь в таблицы и более статьи, которые написаны более сложным языком, потому что там куча исключений, куча смягчений. Давайте запоминать действительно актуальные словосочетания. Также хочу акцентировать ваше внимание, что у меня вышел курс «Татарский язык с нуля». У него начинается вторая волна. Первую волну прошли уже более 100 моих учеников и показали отличные результаты. Он подходит для всех начинающих и состоит из 10 видеоуроков, которые длятся по 4-5 минут, плюс задания и карточки к каждому видеоуроку. А также, если вы хотите попрактиковаться в живом общении, найти людей по интересам, если вы знаете татарский язык, но давно не говорили на нем, то приглашаю всех желающих заниматься. Это индивидуальные уроки со мной, парные с одним из моих учеников, либо групповые занятия. Все контакты на экране. Пары знаток КТ. Всех жду.